1 апреля семейная ипотека начнет действовать и на вторичное жилье. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Камила Фазлыева, директор ипотечного бюро. Камила Асхатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот, казалось бы, очень хорошая новость. С 1 апреля семейная ипотека будет действовать уже и на вторичное жилье, но настолько ли это хорошая новость, как думаете? Новость бесспорно хорошая. Попадают под эту программу аж 14 городов нашей республики. Это все города, за исключением крупных. Уфа, Стерлитамак, Октябрьский и Нефтекамск, где ведется активное строительство. А если в городе строятся 2 и менее домов, то он попадает под эту программу. 14 городов, их жители спокойно могут с 1 апреля оформлять семейную ипотеку на вторичное жилье. Вообще по России более 900 населенных пунктов попало под эту программу, и на портале корпорации Дом РФ можно ознакомиться со всем списком. На каких условиях предоставляется семейная ипотека? Семейная ипотека на вторичное жилье аналогично той семейке, которая действует на новостройке. Это когда у нас в семье есть ребенок, которому 6 лет и менее лет, да? Либо там ребенок-инвалид. То есть те категории, которые всегда попадали под семейную ипотеку, сегодня они могут приобрести и вторичное жилье в своих родных городах. Собственно, вторичку и ввели в эту программу именно в тех населенных пунктах, где нет новостроек, и таким образом жители лишены возможности воспользоваться этой льготной программой, потому что приобрести нечего, либо приходится переезжать в другие более крупные города, где ведется строительство, например, ехать из Салавата в Стерлитамак. А сейчас, когда у них есть возможность приобрести в Салавате, то есть больше возможностей им остаться, чтобы не увеличился отток населения, чтобы сохранить население в тех небольших населенных пунктах, в которых ранее народ активно уезжал. Но при этом же есть еще и требования к домам, в которых продается это жилье. Там же тоже есть какие-то условия? Да, дома должны быть не старше 20 лет. То есть это современное жилье, 20 лет дому должно быть не более. Надо отметить, что в ряде городов, на которые распространяется в Башкирии, есть такие дома, строились последние 10-15 лет. В целом по России говорят, что это не более 10-15% жилого фонда вот по этим городам попадает. То есть, в принципе, да, выбор не такой большой, но что-то уже приобрести можно. Еще акцент на том, что дом не должен быть аварийный. Как думаете, насколько высоким будет спрос? Потому что уже с 21 марта принимают заявки, может быть, есть какая-то информация? Вообще интерес есть, пока люди больше узнают, попадает ли их населенный пункт в программу или нет, и, соответственно, могут ли они там что-то приобретать. Поэтому, в принципе, говорить, что будет большой всплеск, нет, что серьезный рост цен на в том же Баймаке или Сибае, там, Агиделе, Межгорье, где действуют, нет, но это оживит рынок. У людей появится возможность что-то приобрести, и по низкой ставке это 6% годовых, та же ставка, которая на новостройки распространяется. А как быть другим семьям, допустим, которые вот здесь у нас есть в крупных городах, но на которые семейная ипотека на вторичку не распространяется? Надо сказать, что они в основном заняли выжидательную позицию, наблюдают, что происходит. Кто-то вступает в программу жилстройсбережений, это на территории Башкирии действует программа, вы знаете, накапливают и как раз вступают сейчас активно, чтобы накопить первоначальный взнос, а через 3-5 лет они уже выйдут с первоначальным взносом и будут смотреть, что там по ситуации, какая будет ситуация с ипотекой, да, возможно, ставки снизятся. Кроме того, тот стандарт ипотечного заемщика, который заработал с 1 января, строго-настрого запрещает уже нулевые первоначальные взносы, рисованные вот всякие всевозможные схемы рискованные, да, Центробанк за чистоту ипотеки сейчас борется, и здесь нужно иметь первоначальный взнос, то есть либо накопленный, либо с продажей недвижимости. Поэтому люди, многие затаились, да, не оформляются, потому что сегодня ставки 25, 27, 29% годовых, а копят первоначальные взносы. Надо отметить, что ряд застройщиков предлагает активно программы рассрочки. Здесь тут нужно внимательно считать, смотреть. Если вы четко понимаете, что у вас в период рассрочки, например, 2 года, 3 года, есть, кстати, застройщики в Уфе, в частности, они на 7 лет даже дают. Если вы знаете, что в этот период у вас появится та
необходимая сумма для гашения рассрочки, да, например, вы продаете свое жилье существующее, либо получите в наследство, или у вас депозит в банке, то смело входите в рассрочку, потому что в сравнении с стандартным ипотечным кредитованием чаще всего вы выиграете. Да, то есть и вы можете скидку, и в целом вы переплатите меньше, чем то, что вы бы заплатили за ипотеку. Но если вы рассчитываете сейчас оформить рассрочку с нулем, а потом, через годик я перейду в ипотеку, вот здесь бы я остановила вас, да, задумайтесь, потому что никто вам не даст гарантии, когда ипотечная ставка существенно снизится. То есть, да, сегодня ключевая 21, но мы видим, что ипотечная под 30, да, 25 и выше. Даже если по самым оптимистичным прогнозам Центробанк до 19 снизит, до 18% годовых, то ипотечная ставка все равно будет в районе 20-21, это будет все равно большой платеж ипотечный. Поэтому перед тем, как оформить рассрочку, да, оцените свои возможности. Да, я в течение 2 лет найду эту сумму для гашения рассрочки, смело заключайте. Да, если вы видите и думаете, ой, как-нибудь там в ипотеку возьму, уйду, нет, здесь все-таки стоит повременить. Камила Асхатовна, вот сейчас распространение ипотеки снизилось, она уже, может быть, не так популярна, может быть, не так часто ее берут, но что при этом переживает тогда в целом вот строительная отрасль, застройщики? Надо сказать, что у них существенно упали продажи. Вот поэтому часть они уже перевели на рассрочки, кто может оформляется. Да, наблюдается снижение продаж существенно, и, в принципе, кому-то это угрожает. Да, уже и федеральные власти признают, что ряд застройщиков с рынка уйдет. Есть кто крепкий, у кого есть свои денежные средства, большой земельный банк, и переживать за них не приходится. Но есть те, кто очень сильно закредитован, да, все строил на кредитные деньги, и сегодня им сложно гасить эти кредиты, да, у них сложно идут продажи, и то есть, да, возможно, с рынка какие-то застройщики уйдут. Вы очень заостряете внимание на рассрочках, и я так понимаю, что это одна из альтернатив ипотеки, но насколько она именно приемлема для среднестатистического жителя республики? Вы знаете, у большинства населения все-таки сумм для покупки квартиры даже за год-два, к сожалению, нет, и поэтому рассрочка это для действительно обеспеченных слоев населения, либо кто планирует свою продавать и небольшую сумму добавлять, то они знают, я сейчас свою двухкомнатную продам, да, допустим, разницу добавлю в ипотеку, но у меня вот в течение 2 лет вот появится вот эта сумма, то они на эту рассрочку идут. Говорить о том, что это инструмент там массовый, подходящий для всех, нет, конечно же нет. Для основных категорий населения нужны иные механизмы, и даже не классическая ипотека. Ипотечное кредитование – это инструмент для того класса, да, среднего класса населения, который может обслуживать ипотечный кредит без существенной угрозы своему семейному бюджету. Это не для слоев с низкими доходами, да, для них должны быть другие инструменты. В частности, сейчас смотрят в сторону развития аренды, потому что на сегодняшний день рынок аренды – это серый рынок. Да? Здесь и неуплата налогов, и риски как и арендатора, так и арендодателя, да, что тебя завтра выселят, да, у тебя нет надежды, или тебе квартиру испортят, если ты ее сдаешь, то, во-первых, в эту сферу приходят крупные игроки, те самые крупные девелоперы, это уже можно на федеральном уровне посмотреть, которые не смогли реализовать квартиры свои, они делают ремонты и планируют их сдавать, и этот тренд будет усиливаться, то есть крупный девелопмент может это себе позволить сдавать в аренду, то есть если мы даже зайдем на ту же корпорацию Дом РФ, на главную страницу, мы увидим, что у них выше ипотеки уже стала аренда собственных квартир, которые у них есть, они сдают, и этот тренд будет усиливаться, то есть определенный пласт арендованных квартир будет выходить на рынок, и, конечно, здесь требуется все-таки вывод его в более прозрачную зону для спокойствия и проживающего человека, и тот, кто сдает, или это будут сдавать крупные там. Вспомните муниципальную аренду, муниципальный найм, который до сих пор у всех, у кого не приватизированные квартиры, это, в принципе, спокойствие, тебя никто не выселит ни завтра, ни послезавтра, целые страны живут в арендованных квартирах, и для какого-то слоя населения, да, кто не может купить собственность, это, в принципе, механизм, который можно доработать, и он будет вполне работоспособный. Верите ли вы сами в то, что аренда может перейти вот именно в такое прозрачное русло? Да, если законодатели до нее доберутся, если на нее пристально посмотрят под лупой, да, конечно, отрегулировать ее можно, и это гораздо проще, чем создавать новые инструменты. Здесь нужно сделать акцент, чтобы жилье стало более доступно, должно быть не один гегемон, инструмент, как в нашем случае сейчас ипотечное кредитование, а несколько инструментов. Когда говорят, и что заменит ипотеку, какая альтернатива ипотеке, это не совсем корректно так говорить, должно быть несколько инструментов. Для людей более обеспеченных
обеспеченных, кто может платить ипотеку, для них ипотечное кредитование. Для тех, кто совсем не может, или он планирует пожить в одном городе 2 года по контракту, а потом ехать куда-то работать в другой субъект, для него должна быть аренда. Но не так, что тебя завтра выселят, а ты должен быть уверен в завтрашнем дне. Для третьих как раз какие-то накопительные инструменты, как наши жилстройсбережения, которые в нашей республике существуют, которые позволяют накапливать, а потом денежные средства использовать либо как первоначальный взнос, либо целиком приобрести квартиру, например, если ты живешь в каком-то небольшом городе, да, где не такие высокие цены, как в Уфе, либо погасить существующий ипотечный кредит. То есть должно быть несколько инструментов, и тогда рынок будет более сбалансированным. Ну, плюс для кого-то есть сейчас и рассрочка, как вариант. Да, конечно. И эта рассрочка – это способ сэкономить на стоимости квартиры, да, если мы все будем правильно просчитывать, вы всегда индивидуально подходите, просчитывайте самостоятельно, сравнивайте с ипотечными платежами, как вы будете платить, и всегда ответственность на вас самих. То есть сможем ли мы через 5 лет это платить, сможем ли мы через 10 лет. Надо сказать, что сегодняшний покупатель, он стал более финансово грамотный, ну, в силу всех обстоятельств, которые происходят вокруг него, и уже не рассматривают, вот, как купить квартиру, как фастфуд. Я вот захотел, на следующее утро пошел, с нулевым первоначальным взносом где-то себе в новостройке оформил. А уж как я потом платить буду, да? А вообще мы не забываем, что льготная ипотека любая, да, вот эти, это государство за нас платит. Ту разницу между 6% и 21%, ключевой, и той, по которой вы оформились, она компенсируется из федерального бюджета. Это, то есть, из наших с вами налогов, из наших ваших карманов. То есть мы за такую квартиру 2 раза платим. Сегодня уже покупатели более осторожно относятся, рассчитывают и понимают, что платить в случае чего только им, да, и, соответственно, не так сломя голову, оформляют там ту же рыночную ипотеку. А льготные ипотеки постепенно сокращаются, их объем уже не такой велик. Ну, кто успел, тот купил, но еще вопрос, время покажет. Камила Асхатовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о тех вот именно о семейной ипотеке на вторичное жилье, которое сейчас начинает с 1 апреля действовать, ну и в целом о том, как подойти к покупке жилья. В принципе, наверное, такие вот очевидные правила, но о них еще раз стоило напомнить нашим телезрителям для того, чтобы понимать, как нужно действовать на рынке недвижимости. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.